Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Режим дистанционного обучения продлен для большинства школьников Якутска. Начальные классы возвращаются за парты. В Амге на Субботнике высадили деревья на аллее Лес Победы. Мероприятие посвятили памяти автора проекта. Якутское телевидение отмечает день рождения. Ровно 58 лет назад в эфир вышла первая регулярная программа «Как изменилось ТВ» почти за 60 лет. Ученики начальных классов столицы переходят на традиционное очное обучение. Об этом сегодня сообщил зампред правительства региона Сергей Местников. Такое, по его словам, решение приняло руководство города Якутска на заседании оперативного штаба мэрии. При этом дистанционное обучение для старших классов сохраняется. Отметим, что на сегодня из 641 школы Якутии 38% продолжают обучаться в традиционном формате, 43% дистанционно. Это Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Чурапчинский районы и в городе Якутске. Остальные 16% применяют смешанный вид образования. Решение о возобновлении очного обучения для старших классов столицы примут в конце следующей недели. 2 недели, как дети обучаются на дому с применением информационных технологий. И сегодня городом Якутском, с учетом консультаций с Роспотребнадзором, принято решение о обучении детей с 1 по 4 класс включительно с посещением школы, то есть в традиционном формате. Что касается остальных классов, с 5 по 11, к сожалению, в условиях напряженной ситуации достаточно, вынуждены они продолжать обучение на дому в дистанционном формате. Я думаю, что в случае улучшения эпидситуации в целом по республике и в частности в городе Якутске мы будем стараться переходить полностью на очный формат обучения детей. Сейчас к эпидобстановке еще 238 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. В столице республики 125 заболевших. 12 случаев в Татинском районе, 11 в Мегино-Кангаласском, Валданском и Ленском районах, по 9 случаев заражения. 8 заболевших в Сунтарском районе, 6 в Кобяйском. Еще в 19 районах республики зафиксировали от 1 до 5 случаев заболевания. Благодаря региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями в Якутии» онкодиспансер получил медицинское оборудование на 106 миллионов рублей. Это 8 единиц высокотехнологичной компьютеризированной техники для проведения диагностики и операций больных с онкологией. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Здесь только что завершилась операция у одного из пациентов в области шейных органов, и как раз-таки для этого использовалось новое оборудование – эндовидеоскопическая стойка, с помощью которой теперь операцию делают с минимальными разрезами. Благодаря этой технологии проходит быстрее как сама операция, так и заживление после нее. Новый помощник – мечта каждого онкохирурга. Кстати, одна из первых на Дальнем Востоке, благодаря которому пациентам не придется выезжать за пределы региона. Ранее эти операции у нас в республике мало проводились, и наши пациенты были лишены такой возможности. Они отправлялись в центральные города Российской Федерации. Мы начнем с внедрением этого оборудования уже нашим пациентам помогать уже в условиях нашей республики. С появлением нового магнитно-резонансного томографа новые возможности для себя открыл и рентген-лаборант радиологического корпуса Алексей Попов. Он здесь 3-й год и признается, с появлением этого почти космического оборудования стало намного легче проводить исследования. Ведь теперь в помощниках искусственный интеллект, небо и земля по сравнению со старым аппаратом. Там же рентген-лучи, а тут магнитное поле. Выставляем программы, да, и начинаем сканировать пациентов. За счет этого быстро сканируют и качественно. Один из самых дорогих приобретений – 128 срезов и компьютерный томограф. Тоже новинка в медицинской области. Его стоимость компания Philips оценила в 59 миллионов рублей. Он также напичкан искусственным интеллектом, а благодаря скорости пациентам не придется долго лежать под облучением. Больные будут получать очень четкую картину опухолей, органов, внутренних органов, и также за секунды исследования. Также этот аппарат уникален в том, что здесь есть программа, которая получает низкую дозовую нагрузку для пациента.
Новые аппараты доставлены в больницу буквально на днях. Их практически сразу начали применять на практике. Для врачей это не только улучшение качества выявления и диагностики опухолей, но и сокращение времени ожидания у самих пациентов. Высококачественная современная помощь стала еще на шаг ближе и в нашем регионе. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. В Татинском районе отремонтировали участки дорог Итыккёль-Харбалах-Чичимах и Итыккёль-Усть-Тата. Сегодня Государственная комиссия приняла объекты. Ремонт завершили на месяц раньше сроков, и комиссия высоко оценила результат. Заказчиком работ было Управление автомобильных дорог Якутии, а ремонт провела местная компания «Татавтодор». В целом хотелось бы сказать, что по Татинскому улусу у нас в этом году в целом отремонтировано 30 километров дорог, и в следующем году мы примерно также ожидаем порядка не менее 30 километров дорог также отремонтировать. Это благодаря поддержке и вниманию Айсена Сергеевича, нашего главы республики. В целом хотелось бы сказать, что Татинский улус является очень активно и хорошо развивающимся улус. В Амге на Субботнике высадили деревья на аллее Лес Победы. Мероприятие посвятили памяти подполковника запаса, ветерана тыла и труда, почетного гражданина Амгинского района Ивана Махначевского. Он был автором эколого-патриотического проекта «Лес Победы» по высадке именных деревьев в честь защитников Отечества. Проект в Амгинском улусе стартовал в 2015 году. Жители села высадили вдоль дороги Амга-Нижнебестях ровно 1769 деревьев, которые символизируют количество павших и вернувшихся с войны амгинцев. А накануне пересадили 174 дерева. Данная акция у нас проводится, как я уже сказал, по всему району. Во всех наслегах тоже проведены ряд субботников по посадке деревьев. И вообще вот в целях увековечивания имени нашего великого Ивана Иосифовича каждый житель Амгинского района должен посадить дерево. И это делается для того, чтобы у нас вот в каждом наслеге, в каждом дворе, в каждом доме были деревья, и, соответственно, наша Амга цвела и была красивой. В Усть-Нерском краеведческом музее в рамках декады пожилых людей открылась персональная выставка работ Людмилы Васильевны Мужила. Ее новое увлечение – алмазная мозаика. Работа, требующая терпения и долгого пристального внимания. Это хорошо успокаивает и отвлекает от грустных мыслей, говорит женщина. Рукодельницы знают, как важно правильно подобрать и уложить под нужным углом маленький кристалл. Зато в результате получаются очень красивые узоры. Была очень удивлена, что всего за год Людмила Васильевна выполнила порядка 20 работ в стиле алмазной мозаики. Это при том, что человек страдает тяжелой болезнью. Этим, я думаю, она показывает положительный пример многим усть-нерцам, что нельзя падать духом, всегда найдется интересное занятие. Сегодня день якутского телевидения. Ровно 58 лет назад, 8 октября, в эфир вышла первая регулярная программа. Сегодня телевидение Якутии объединяет целое семейство телеканалов. Это НВК «Саха», «Мамонт» и телеканал «Якутия-24». А вещание ведется на 2 государственных языках и языках коренных малочисленных народов. Юрий Осипов о телевидении Якутии сегодня. Почти 60 лет НВК «Саха» вещает по всей республике. Сегодня это уже 3 канала НВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамонт», которые знакомы каждому жителю Якутии. Новости, развлекательные и образовательные передачи. Каждый телезритель может найти что-то для себя. Сегодня НВК «Саха» – это не только 3 телеканала и радио. Сегодня мы очень сильно работаем и в интернете. Сегодня мы получили серебряную кнопку YouTube. Также у нас есть очень много приложений. Мы во всех социальных сетях. Приложения этой темы НВК «Саха» побили рекорды по скачиванию в Республике Саха-Якутия. Поэтому сегодня наши телезрители и радиослушатели нас могут найти везде, во всех платформах, которые существуют.
За выпуском каждой передачи стоит множество людей. С 2018 года начал функционировать круглосуточный новостной канал «Якутия-24». Здесь аккумулируются новости со всего региона, чтобы как можно скорее донести их до каждого зрителя. Выпускающий шеф-редактор, режиссер, операторы, звукорежиссер, техники и многие другие, кто не попадает в кадр. Во время каждого выпуска новостей работают в поте лица. Для жителей региона очень важно получать свежую, достоверную информацию из первых рук, чтобы эта информация была проверенная, чтобы она была качественная. Собственно, ради этого мы и стараемся, работаем день и ночь, бывают и ночные съемки. В эпоху развития технологий, в частности социальных сетей, все чаще можно услышать, что телевидение отходит на задний план. Чтобы узнать, согласны ли с этим мнением зрители, мы пообщались с ними. Обязательно нужно. Потому что свои новости о том, что в республике происходит, нужно знать каждому. Этим мы живем. Мы отличаемся тем, народ Саха, тем, что у нас своя индивидуальность. И это очень подчеркивает наше телевидение якутское, к чему мы очень рады и поздравляем наше телевидение. Региональное телевидение помогает нам быть в курсе событий республики, нашего города, узнавать, что и как происходит довольно оперативно. Мы развиваемся в плане контента, в любом случае, развлекательного особенно. И очень важно, чтобы молодежь была заинтересована в этом. Я считаю, да, что важно. Сейчас половина все равно молодое поколение смотрит в телефонах, сидит, а возрастное поколение, им проще все равно по телевизору бы это было смотреть. Чтобы они продолжали там это смотреть и продолжали получать оттуда информацию. Насколько я знаю, у нас действует НВК Саха, канал, да, «Мамон» у нас есть, Якутия-24, если не ошибаюсь. Но я думаю, что они нужны, конечно. Все, кто здесь живет в этой республике, должны знать, что делается в республике ради благосостояния народа. За 58 лет национальная вещательная компания «Саха» стала одной из крупнейших региональных теле- и радиовещательных компаний России. Сегодня я от всей души хочу поздравить наших ветеранов, поблагодарить их, которые стояли у истоков якутского телевидения, которые трудились во благо якутского телевидения. Благодаря им сегодня мы очень крепко стоим на ногах и видим дальнейшее будущее, дальнейшее развитие национальной вещательной компании. Сегодня я поздравляю наших коллег, которые сегодня трудятся в компании. Желаю хороших и интересных сюжетов и, конечно же, крепкого здоровья. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.